дамы и господа, в эфире новый выпуск «Что, где, когда?». И сегодня с нами играет команда профессорско-преподавательского состава, сокращенно ППС. Организаторы психологических курсов под названием «Это еще не фиаско, братан-2017», руководители проекта для студентов «Новая волна в армию пора», преподаватели Института истории и государственного управления Башку, а именно автор фразы «Дьявол носит Прада, а я Карри, ну а что, все равно в Уфе никто не заметит», доцент, кандидат социологических наук только что приехала к нам на игру на буксире и была счастлива, потому что это первый случай, когда Лидия Дмитриевна Падежова тронулась с первого раза. Специалист отдела дистанционных технологий. Доцент, кандидат педагогических наук Руслан Рафаэлевич Исламов. Несмотря на то, что он окончил педагогический университет, линия жизни на его ладонях не исчезла. Преподает конфликтологию и дает дельные советы. Вот, к примеру, работникам Алиплейм он посоветовал не бояться конфликтов с кавказцами, ведь они могут позвать 3 друзей, и еще 3, и еще. Доцент, кандидат филологических наук Искандер Расулевич Сайбатталов. Далекий 80-е переходный возраст подарил ему стильную бородку и чувство стиля. Пусть эти два подарка друг с другом не вяжутся, но стиль для него всегда на первом месте. Даже фамилия Сайбатталов – это 11 безупречно и стильно расставленных русских букв. Доцент, кандидат Аплодисменты, пожалуйста. Доцент, кандидат биологических наук, цитирую: «Да, я изучаю эритроциты, мой отец изучал эритроциты, мой дед изучал эритроциты, это у нас в крови». Федор Тимофеевич Байрушин. И кандидат команды, бывший КВНщик, пловец, певец, стоматолог, каскадер, кардиолог, дальнобойщик, граф, лауреат Нобелевской премии, повар, автор «Капитанской дочки» и «Игры престолов», композитор и немножко врун, как и все историки, доцент, кандидат исторических наук Рустем Расфарович Тухватуллин. И сразу хочу предупредить о наших суровых правилах. Если знаток «Что, где, когда» не соответствует уровню игры, то он уходит к телезрителю. Перед этой игрой вопросы к нам сыпались отовсюду. В основном на тему, когда появятся места в общежитии. Но были и интересные. Господин Тухватуллин, ваша команда готова приступить к игре? Хорошо. Первый раунд. Кстати, студент, который раскручивал волчок, очень быстро заваривает чай пакетиком. Это единственное, что он освоил за 2 курса обучения. Ну а что вы хотели от коммерсанта? Итак, студенты первого курса Института истории и государственного управления. Внимание, цитирую вопрос. Взрослые ругают наше поколение, мол, нравы у нас не те. Песни непонятно о чем. Где-то мы согласны, когда слышим вот это. Приди, но и в ваши времена были такие странные композиции. Вот одна из них. Тебя такие глаза, в каждом по 2 зрачка. Так, господа, чтобы отойти от этого музыкального вопроса, я предлагаю сделать музыкальную паузу. В жизни можно смотреть непрерывно на 3 вещи. Как течет вода, как горит огонь и как на башкирском языке исполняется романс. Смотрим и, самое главное, слушаем. Поет Исламов Руслан Рафаэлевич.
Жолда indi yandım şaşırıyor kolları. Baktım dönem kar astında kalan eller. Baktım yıla bir gel derye kalan eller. Hilgum'un ağışları Спасли команду от не очень талантливого вопроса. А мы продолжаем, и следующий вопрос. Итак, против вас играет сборная Башгу по борьбе Куреш. Внимание, вопрос. В единоборстве Вьет Во Дао ученик, который наименее проникся боевым искусством, получает желтый пояс. Далее следует красный пояс, а третий пояс – белый. Назовите то, чему здесь символически соответствует желтый цвет, чему красный и чему белый. У вас минута. Время пошло. Отвечать надо? Время вышло.
Итак, господин Хотвелин, кто будет отвечать? Отвечает Оксана Николаевна. После продолжительного обсуждения мы берем дополнительное время. Можно, пожалуйста, еще раз вопрос? Хорошо. В единоборстве Вьет-Ко, да, ученик, который наименее проникся боевым искусством, получает желтый пояс. Далее следует красный пояс, а третий пояс белый. Назовите то, чему здесь символически соответствует желтый цвет, чему красный и чему белый. Желтый шел птенец, красный молодец, а белый это тебе конец, в общем-то. Я не случайно в начале вопроса сделал акцент на фразу «боец проникся». Желтый цвет соответствует коже, то есть боец проникся на уровень кожи. Красный – это мышцы и мускулы. И белый – это кость, то есть со временем искусство проникает в бойца все глубже и глубже. Чтобы никому не расстраиваться, могу уверить, что сборная Башгу по борьбе Куреш сами не знали ответ на этот вопрос. Поэтому балл будет зачтен никому. А впереди у нас музыкальная пауза от господина Байрушина. Да, вы слышите? Я меня вызываю.
Господин Павлович, что-то мне подсказывает, что незнакомка не случайно появилась на сцене. Хоть издалека, но я узнал заместителя директора по научной работе. Буду тешить себя надеждами, что это было украшение номера, а не отчаянная попытка подсказать команде, тем самым повысить научные показатели коллег. Так, а с вами играет некий Александр из ВЭКу. У меня математика 4, физика 5, история 4. А какие расценки в вашем вузе? Ну, на этот вопрос студента ВЭКу можно даже не отвечать, ведь в нашем вузе таким образом не поставить предметы, так как все гораздо дороже. Ну а следующая музыкальная пауза от кандидата химических наук, доцента Махмутовой Резиды Идмасовны. Я всегда
А с вами играет культург ИГУ Элина Камадшина. Этот вопрос требует наличия черного ящика. Когда ей не поставили его, она начала плакать ими. Тогда он и сказал, что же это за семестр такой? И ее одногруппники получили его, невзирая на то, что она их спалила за то, что они это сделали. И тогда он по ошибке поставил ей зачет и эту зачетную книжку. Ой, извините, я проговорился. В черном ящике зачетная книжка. Аплодисменты, аплодисменты. Извини, Ирина, сегодня ты без победы над ногами. Ну а на следующий вопрос уже требует наличия черного ящика. Вопрос. В конце 19 века военные поняли, что лучше согласовывать действия отдельных отрядов не при помощи звуковых и визуальных сигналов, так как терялся эффект неожиданности. И они, то, что находится в черном ящике, получили широкое распространение среди офицерского состава. А от предыдущей разновидности они выгодно отличались тем, что меньше отвлекали от боевых действий, так как требовали только взгляда. Понимаю, то, что вопрос сложный и требует тщательной подготовки. У меня для вас подсказка. Внимание на сцену. Какие уж маленькая весточка, которая давала большие надежды на мир, на спасение, на возвращение. Как важно было в эту маленькую весточку солдаты вложили большой смысл. Каждая буква, каждая запятая. Если бы вы только знали, что за ними стоит, какой ценой достаются эти буквы. Да и враг никогда не дает сесть и подумать осознанно над каждым словом. Я знаю, если он писал бы письмо, он написал бы все совершенно по-другому. Дорогая моя черноглазая Любочка, я посылаю тебе ромашку. Ты только представь себе, идет бой, кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же растет цветок. Я его сорвал и положил в карман гимнастерки. Пусть он тебе напоминает обо мне. Пусть, Люба, пусть! Странно. Я вроде живой, хотя ни рук, ни ног не чувствую. Проклятая война всегда как вор приходит в тот момент, когда никто ее не ждет. Забирает с собой все самое ценное, но жизни ей забрать наши не удастся, Любочка. Ты знаешь, какие бы препятствия ни стояли на нашем пути, мы сделаем все для победы. Ты знаешь, у нас уже почти нет еды. Но мы держимся. Мы знаем, что скоро уже подвезут полевые кухни. Мы пообедаем и снова в бой. За мир. За вас с мамой. В этой проклятой норе, черт бы его побрал, этот окоп.
Я каждый день думаю о тебе. Я знаю, шаг за шагом мы придем к победе. От каждого из нас зависит, будет ли мир у нас на земле, который когда-то разрушила проклятая война. Любочка, Люба, ты только пиши. Обязательно пиши. Знай, что у меня как свет, который отпугивает все эти темные мысли в моей голове, дает надежду жить, воевать. Ведь если я не буду получать твои весточки, я ослепну. Темнота накроет мир. Она давит. Ты прекрасно знаешь, как она давит. Ты часто спрашиваешь, не боюсь ли я умереть? Отвечу нет. За вашу жизнь, за вашу веру и мне Люба не страшно. Метр за метром мы отстаиваем наши рубежи. Любочка, победа скоро будет за нами в этой проклятой войне. Ты только пиши, только жди меня. Уважаемые знатоки, у вас в запасе осталась неиспользованная музыкальная пауза. Господин Тугватуллин, и вновь вам слово, вам сцена и вам талантливого соисполнителя, кандидата исторических наук, доцента. Раз. Какие удивительные ночи, только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Из конца в конец апреля пусть дышу я, встали звезды и круги и добрее. Я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Я с ночи вспоминаю все, что было, стало грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она себя забыла, знать не
хочет, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. С конца в конец апреля держу я, стали звезды крупнее, добрее. Что ты, мама, это я дежурный по коридору. Мама, мама, это я дежурный по коридору. Уважаемые знатоки, мы поздравляем вас с окончанием осенней серии игр «Что, где, когда». И я перехожу к традиционным призам. Итак, приз от ректората «Двухмесячный отпуск» получают Оксана Николаевна Юлдашева, Лидия Дмитриевна Полякова и Руслан Андреевич Исламов. Приз от бухгалтерии. 13-я зарплата в размере 3-месячных окладов Оксаны Николаевны, Лидии Дмитриевны и Руслана Рафаэлевича получают Искандер Расулевич Сайдбатталов и Федор Тимофеевич Байрушин. И, наконец, главный приз сегодняшнего вечера – «Хрустальная сова» и набор энциклопедий потащит домой Рустем Расфарович Кухватуллин. А все зрители бонусом получают еще пару музыкальных подарков. Для вас выступает Разида Ильмасовна Махмутова.
Лас-Вегас! Take a shower, then I'm on my way. I'll bring a friend if someone picks a fight here in Las Vegas tonight. From midnight when I hit the strip, the maiden voyage of my Vegas trip. The night is young and everything's alright here in Las Vegas tonight. Dancing girls and cabarets. Las Vegas tonight. You better hold on tight here in Las Vegas tonight. Сегодняшнюю программу для вас подготовили доктор философских наук, заместитель директора по научной работе Ирина Васильевна Фролова. Кандидат исторических наук, заведующий кафедрой зарубежной истории Рустем Расфарович Тухватуллин. Кандидат химических наук, доцент Резида Ильмасовна Махмудова. Кандидат исторических наук, доцент Евгений Анастасович Круглов. Кандидат социологических наук, доцент Оксана Николаевна Юлдашева. Кандидат биологических наук, доцент Федор Тимофеевич Байрушин. Специалист учебно-методического отдела Динара Галимдаровна Шарабуддинова. Кандидат педагогических наук, доцент Руслан Рафаэльевич Исламов. Специалист учебно-методического отдела Эльза Юлаевна Турсумбаева.
Заместитель заведующего музейным комплексом, доцент кафедры истории РВ, археологии и этнологии, кандидат исторических наук Каримов Урал Егофарович. Специалист отдела дистанционных технологий Лидия Дмитриевна Падежова. Специалист учебно-методического отдела Ангелина Фанисовна Катыпова. Кандидат филологических наук Искандер Расулевич Сайбатталов. Лаборант Центра студенческих инициатив Ксения Андреевна Кликовкина. Специалист Центра студенческих инициатив Алина Джалиловна Рафикова. Старший преподаватель кафедры государственного управления, заместитель директора по воспитательной работе Анна Александровна Довышева.